Турист, рыбак, охотник, да и просто любитель природы. Его отличала именно эта сокровенная тяга к свежему воздуху. Всему, что не имеет границ и до сих пор так полностью и неизведано человеком. Свои идеи и принципы он активно продвигал, работая наперед. И даже, можно сказать, незаметно, через шутки и акценты, с каждым умел находить контакт. Такой вот дар. Сегодня последняя ночь у нас на маршруте. Так, вот скромный ужин, ребят. Коньяк, спирт, кофе, сало, шоколад, сыр. Что еще? Греческие орехи. Греческие орехи. Коль, ты не против? Так, вот наша печка, которая нас согревала весь поход. И сегодня греет. И сегодня греет. За окном минус 30. За окном, за бортом палатки минус 30, да. Минус 30. А у нас? Николай Васильевич. А в палатке вот ребята в носках. И даже без. И даже не дрявых. И даже без. И даже без, да. Этот голос за кадром даже при самой гнетущей атмосфере знал, как успокоить, снизить градус и разбавить разговор. В одной палатке с Рочевым, когда по ту сторону вьюга, а ты один на один со стихией, конечно, не могло быть страшно. Вот он, перевал Дятлова, гора Мертвецов. Вот на этом склоне когда-то 51 год назад произошли те трагические события. Чуткий и тонкий, аналитичный и в то же время невероятно скромный. Он умел контролировать эмоции, учил не рубить с плеча, а еще делать паузы на важных встречах. Вот и на одну из последних с главой республики. Лично пригласить на съезд, который у нас состоится 15 сентября. У нас раз в 4 года он проходит. У нас со всех регионов приезжают. Мурманская область, Ненецкий округ. Ямало-Ненецких, Ханты-Мансийские делегации, где у нас отделения, и с республики, со всех городов. Основные вопросы, которые у нас подниматься, мы в Миннац уже дали, там вопросы природопользования в основном, которые стоят у нас в регионах. А еще за 8 лет, пока Рочев был у руля общественного движения, ему удалось объединиться по многим вопросам с другими экологическими организациями. Конечно, мы не всегда, да, общественность ясно, что она не всегда довольна властью, и даже чаще недовольна властью, что она не делала. Но тем не менее, она смотрит на власть, и она на то и нужна, чтобы власти указывать на какие-то ошибки, может быть, еще что-то. И я думаю, что вот сила власти в том, чтобы какие-то ошибки признавать, а какие-то говорить, что это нет, это мы правы. Уход Николая Васильевича для многих оказался неожиданным, явно внезапным и для него самого. Ведь было неимоверное количество планов, идей, позиций по разным вопросам, а главное контактов и принципов взаимодействия. В жизни же Рочев будто показывал, к чему все это, действовать надо сейчас. И ни о чем не сожалея, он и других призывал не замыкаться, хотя и поводов задуматься было всегда с лихвой. Действительно, может быть, к этим знакам надо относиться более действительно цинично. То есть они есть, но как и к жизни вообще-то, и к смерти. Со здоровым цинизмом. То, что какие-то знаки свыше и предупреждения свыше, я к этому отношусь с усмешкой.